Для меня архитектура – это, наверное, смысл всей моей жизни. Это мое любимое дело, которым я занимаюсь, которое для меня не в тягость. С детства наше поколение довольно рукастое, скажем так. Мы с детства умели руками многое что делать. Нас не баловали игрушками. Родился в городе Фергане, в семье простых рабочих. Отец у меня всю жизнь проработал токарем. Мама работала на текстильном комбинате, потом библиотекарем в школе. Меня поразил рисунок отца. Он нарисовал мне коня. Меня это настолько поразило, что я первые годы только и рисовал коней в разных ракурсах. Ну а затем, учась в школе, зная мою склонность и умение рисовать, я был, как в те годы, оформителем классной стенгазеты. У меня была мечта быть художником. Отец, наверное, хотел видеть меня ученым-агрономом. Мы с 1971 года жили на Украине, в Херсонской области. И он решил, что я должен поступать именно в Симферопольский, в Крымский сельхозинститут. Я приехал, поступал на факультет плодоовощеводства и виноградарства. Вы понимаете, 1974 год, крымский татарин. Завалить не завалили, но по конкурсу не пропустили. После армии, уже будучи достаточно взрослым, выбрал Полтавский инженерно-строительный институт, архитектурный факультет. Подумал, что это именно то, что мне нужно. Многим пришлось в те годы выживать, поэтому мне пришлось работать и мастером, и прорабом. Поскольку мы жили не так далеко от Крыма, 200 километров всего лишь до Симферополя, я в 1992 году устроился прорабом на прорабский участок и работал в системе Приднепровской железной дороги. В 2004 году в Симферополе мы купили участок. И в 2005 году мы переехали сюда. С 2006 года я поступил в проектный институт, подобный тому, в котором я работал в Херсоне. Были разные проекты. Жилкомплексы в городе Евпатория, Золотые Пески. Затем в центре города жилкомплекс Таврический. В районе ЖД вокзала жилкомплекс Столичный. Но были заказы от бизнесменов. Конкретно в Белогорске у меня достаточно большое количество реализованных проектов. Спасибо Рисулю Велиляеву, заказчику. Торговый комплекс в Белогорске на 16 тысяч кубических метров. Здание трехэтажное с подвалом, со свадебным салоном, с мини-гостиницей. Сейчас он называется «Гюзель». Ресторан «Аккая». Одним из значимых работ – это мечеть, двухминаретная, соборная мечеть в городе Белогорске. Там было примечательное явление, радуга какая-то. Я впервые в жизни видел такую радугу круговую, как знамение Аллаха какое-то, в день открытия. Этим оно запомнилось. В 2011 году был объявлен конкурс на проект Большой соборной мечети. Очень много людей подготавливали этот проект. Честь им и хвала. И мой проект тогда занял первое место. И месяца 2 я, наверное, делал объем этой мечети в программе, в 3D. Здание было необычное, особенно сложным там является купольная часть. Нужно было отдельным проектом делать опалубку для того, чтобы отливать купол. Это была одной из самых таких сложных работ. Здание уникально в своем роде, и оно османского стиля, в котором у нас мало практики, особенно в отделке внутренней, в росписях есть особые каноны, поэтому мы связывались с турецкой стороной. Уникальные двери, так называемые кюндикяр хапы, которые не делаются по обычной технологии, а они все время находятся на воздухе, они должны дышать. То есть
все это дверное полотно огромное собирается из как бы мозаики. Применяются драгоценные породы дерева, мрамор, гранит и другие материалы, которые способны прослужить достаточно долго. По проекту здания на 4000 человек, есть стоянка на 160 мест автомобилей, есть стоянка на 4-5 автобусов. С окончанием строительства этой большой соборной мечети на улице Ялтинская, 22, она, естественно, станет украшением всего Крыма. Там будет особая атмосфера, где для всех, и в том числе для туристов, приезжающих, будет возможность посетить его, посмотреть эту необычную роспись, это внутреннее убранство. Эта мечеть, являясь многокупольной, там 40 куполов, и 41-й – это большой купол диаметром 18 метров, который венчает главный зал. Я считаю это одним из самых своих значимых работ. Мой сын Эмиль, тоже архитектор, закончил Крымский университет, факультет архитектуры, уже более 10 лет работает архитектором. На сегодняшний день он является главным архитектором строительства соборной мечети и ведет эту работу, находясь непосредственно на объекте. Мой совет – не стройте купола, не думайте, что это модно. Это сложно и финансово затратно. Не каждый может это осилить, поэтому строительство затягивается надолго, делается некачественно, в некоторых случаях убого. Нужно делать одноэтажные, ну максимум двухэтажные здания с простой вальмовой крышей, с большими выносами карниза, которые будут сразу подчеркивать крымско-татарский стиль. Многие, которые вообще никакого отношения, учителя, врачи, профессора, были вынуждены своими руками, своим трудом становиться строителями и строить. Поэтому я скажу, что каждый крымский татарин по-своему строитель.